Только что у меня завершился визит в Объединенные Арабские Эмираты. Мы встречались с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов и обсудили те вопросы, которые мы здесь для себя изучали и сформировали для взаимоотношения с арабским миром. Прежде всего, мы, конечно, поблагодарили о том, что дали нам возможность представить наши Якутии, презентовать наши проекты на одном из самых престижных форумов инвестиционных мира. Это Арабский, Эмиратский, 4-й инвестиционный форум. Конечно, наш павильон был в центре внимания среди участников этого форума. Приехало более 10 тысяч человек из более 100 стран мира. Конечно, интерес к новому субъекту, новому региону, который был представлен здесь, был огромный. Когда мы с министром обсуждали, конечно, мы хотели конкретизировать наши точки соприкосновения для того, чтобы развивать наши отношения в будущем. Смысл нашей поездки заключался в том, что Якутия, прежде всего, малоизвестный регион для Ближнего Востока. Поэтому, насколько возможно, за все эти 3 дня мы очень много провели встреч и презентовали нашу республику. Дальше мы при этом обнаружили, что огромный интерес со стороны арабских инвесторов есть. Дело в том, что они ищут те или иные проекты, которые могли бы быть более рентабельными, более долгосрочными, в связи с тем, что здесь все-таки сконцентрирован один из крупнейших капиталов мира. И, соответственно, наши проекты, любые, которые были озвучены, их интересовали. Кроме этого, мы здесь со стороны Алроса заключили соглашение по открытию офиса по продаже алмазов. Это, конечно, был очень большой шаг, потому что ранее существовавший офис был закрыт еще в середине 2000-х годов перед кризисом. И сегодня это дело воспринято с большим одобрением в деловых кругах Эмиратства. И, конечно, другие вопросы, которые связаны с добычей полезных ископаемых, их тоже интересовали. Но мы настраивали на то, чтобы средства, капитал был вложен именно на территории Якутии для создания производств. И, кроме того, речь шла и о развитии туризма, потому что Арабские Эмираты являются меккой для туристов со всего мира. Приезжают, и здесь средняя температура в погоду, она не опускается ниже 30-25 градусов. Поэтому жаркая страна, она привлекательна своими особенностями туристическими. Но с другой стороны, они здесь пытаются создать искусственный холод для того, чтобы испытать и видеть, что такое холод. А мы им предложили, что в Якутии этого добра, естественно, холода, конечно, больше всех, чем у кого-либо. Поэтому взаимное понимание в развитии туризма мы тоже можем получить. И здесь соответствующие наши структуры поработали. Кроме того, очень большой интерес вызвал представленный на нашем павильоне базальтовое волокно и изделия из них. Оказывается, здесь есть определенная проблема по строительству крупнейших в мире портов, где для причалов пользуется металл, и этот металл быстро ржавеет и быстро подвергается к определенным окислениям с учетом морской соли. А базальт как раз имеет качество не подвергаться к ржавчине, не подвергаться таким реакциям от солевых отложений. Поэтому материал, именно связанный с производством базальтового волокна определенных продукций, интересовало очень многих. И они даже пытаются между собой конкурировать и приехать посмотреть это производство. То есть в результате получилось так, что наша делегация в течение 3 дней работала в напряженном режиме, и при этом, представляя нашу Якутию, получила
конечно, большую реакцию со стороны делового мира. Я думаю, что те контакты, которые установлены, они будут продолжаться, потому что мы сегодня с министром экономики, это ведущий министр страны, все-таки предлагал, и мы это поддержали, заключить меморандум о взаимодействии в дальнейшем, в будущем. И, соответственно, я подчеркнул, что в российской экономике, в российском правовом поле все-таки сегодня создаются все условия спокойного участия иностранного капитала именно в российской экономике. Потому что Россия сегодня уже интегрирована в всемирную экономику. Я думаю, что сегодняшний визит, он все-таки будет иметь определенные конкретные итоги в будущем. Мы в эти дни завершили такую же работу по отношению к Мировому банку. В течение более 2 лет конструктивная и напряженная работа дает результаты. Мы получили заключение, что Мировой банк пойдет навстречу к нам и будет сейчас оформлять кредиты. Вот это, если такую же работу будем проводить здесь, неустанно, постоянно, то результат мы получим в ближайшее время. Спасибо.